Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Массовая драка таджикских и узбекских мигрантов в Москве. Amnesty International критикует Узбекистан за ограничение прав активистов и блогеров. Российские компании бегут в Казахстан. Вечером 28 июня в Душанбе прошли переговоры президентов Таджикистана и России. Сообщается, что на повестке дня переговоров на высшем уровне были вопросы развития российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане. По данным пресс-службы главы Таджикистана, президенты говорили о развитии товарооборота и деловых отношений между регионами двух стран. Особенно президент Таджикистана отметил тесное сотрудничество стран в области безопасности, и, как передает пресс-служба главы Таджикистана, в этом контексте стороны обсудили вопрос расширения взаимодействия в сфере безопасности, в том числе по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также в области оборонного строительства, особенно в части модернизации вооруженных сил Таджикистана и укрепления охраны таджикско-афганской границы. Путин отметил, что сейчас между странами введен максимально благоприятный режим. Хотя официальные власти обоих государств заявляют, что целью визита было расширение сотрудничества между Россией и Таджикистаном, сама встреча двух президентов в формате 1 на 1 вызывает удивление. Некоторые эксперты считают, что на встрече могли обсуждаться некоторые чувствительные вопросы между двумя странами, а также внутренняя ситуация в Таджикистане. В качестве таких вопросов эксперты называют возможность использования Таджикистана для того, чтобы помочь России обойти западные санкции, примирение Рахмона с талибами и передача власти в Таджикистане от отца к сыну. Официальные лица в Таджикистане не подтверждают и не опровергают эти предположения. Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Граждане Узбекистана и Таджикистана устроили побоище с использованием камней и палок. О происшествии сообщил телеграм-канал «Многонационал», публикуя соответствующие кадры с камер наблюдения. По предварительным данным, драка завязалась после возникшего конфликта между гражданами Таджикистана и Узбекистана недалеко от жилого комплекса. Сообщается, что на крике быстро сбежали соотечественники обеих сторон конфликта, после чего в ход пошли кулаки, камни и палки. Драка происходила недалеко от КПП жилого комплекса. По данным международной прессозащитной организации Amnesty International, в Узбекистане сильно ограничиваются права активистов и блогеров, высказывающих свое мнение в онлайн-платформах и социальных сетях. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 25 июня. Amnesty International обнародовала имена узбекских блогеров, подвергшихся преследованию, давлению или аресту из-за критики центральных и местных органов власти в стране. Несмотря на то, что в Узбекистане блогеры появились еще в период правления ныне покойного президента Ислама Каримова, их признали в качестве проявления свободы слова и стали предоставлять им больше возможностей только после прихода к власти Шавката Мирзиеева. В 2019 году Мирзиеев пообещал поддержку блогеров, заявив, что президент всегда будет поддерживать вас. Несмотря на эти заявления, по данным международных прессозащитных организаций, свобода слова в Узбекистане существует в основном в социальных сетях, но и там она ограничена. С началом спецоперации России на территории Украины Казахстан стал магнитом для компаний, бегущих от санкционного давления. Об этом сообщает издание filmprom.kz. Издание приводит статистику, согласно которой к концу мая общее количество зарегистрированных в Казахстане юрлиц и филиалов с иностранным участием достигло 40 200. С января по май текущего года этот показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний. При этом основной приток приходится на организации из России, плюс 1,6 тысячи. По итогам же мая 2022 года их количество достигло 13 тысяч. В тройке лидеров по росту количества компаний также оказались Узбекистан плюс 205 организаций, Беларусь плюс 120 организаций. Основной наплыв компаний из России и Беларуси связан с введенными санкциями. Учитывая текущую динамику и неопределенность касательно дальнейшей ситуации, связанной с геополитическим кризисом, можно предположить, что наплыв российских компаний продолжится и далее. Об этом говорится в статье.